Так, значит, тема у нас заявлена украшение периода архаики, да, и сегодня мы поговорим именно о тех украшениях, которые, не являются особо такими, которые представлены в основном сейчас в музеях, да, в нашей республике и за пределами, потому что вообще якутские украшения, вот именно металлические украшения, да, серебряные украшения, конечно, они очень богато украшенные, вот, которые именно созданы в золотой век рассвета ювелирного искусства якутского, да, они достаточно широко представлены во всех музеях нашей республики, за пределами нашей республики, даже за пределами России, да, очень богатые коллекции серебряных украшений. Вот, в принципе, это вот традиционный набор, который мы можем увидеть, да, который в основном встречается вот во многих музеях, здесь на слайде показан. А мы сегодня поговорим о тех украшениях, которые относятся не к 19 веку, да, вот к 17-18 веку, то есть те украшения, которые мы называем архаичными, или те украшения, которые мы называем украшения периода Средневековья в Якутии, да, но они не так сильно представлены, наверное, из-за того, что, конечно, они уступают своей презентативностью, да, уступают украшениям конца 19-го, начала 20 века. Ну вот у нас, Александра Николаевна, небольшая книга вышла, да, вот как раз-таки посвященная данным украшениям. Мы составили небольшую классификацию, потому что комплект якутских украшений архаичного периода, он, конечно, не настолько, не так много видов и типов, да, существует. Выделены только, допустим, украшения головы, да, это у нас начельники, накосные украшения и ушные украшения, и шейные украшения. Здесь мы выделили гривны, да, шейные браслеты, нагрудный крест даже можно отдельно выделить. И также, конечно, это браслеты и кольца, да. Вот, здесь мы в данной презентации, здесь на слайде вот показан как раз-таки тот комплект, вот как раз можете сравнить даже с первым слайдом, да, вот здесь, в принципе, это как раз-таки тот комплект украшений женщины архаичного периода, да, вот, здесь вы можете увидеть, здесь нашивное единственное украшение, если мы говорим только о съемных украшениях, то это не нашивные, которые на одежду идут, да, но здесь вот получается нашивной тугахта, серьги, гривна, косоплетка, и кольца, да, печатки здесь, по крайней мере. Вот, и перстни, вернее. И вот очень много есть различных легенд про украшения. Например, вот если мы тогахта берем, да, то здесь существует, значит, представление о том, что они, кстати, очень разных размеров представлены в музеях, да. Вот данная тогахта, она очень большая, прямо по сравнению с теми, допустим, которые Константиновым описаны были, да. И это вот из коллекции Краеведческого музея. Если говорить о тогахта, например, есть легенды, связанные с тем, что оспа, по якутским представлениям, болезни, они пришли в виде женщины, будем говорить так, славянской национальности, получается, да? И эта женщина, она была, по описанию, очень страшная, рыжая, да? И вот когда она приходила в тот или иной род, то тот или иной род, он заражался, получается, оспа. Боспа ее звали. И вот как-то она пришла в один из якутских родов, и у женщин у всех на шапках были тогахта. Она увидела себя в отражении, испугалась и не тронула этот род, да, и вот считалось, что если начинали болеть оспой, нужно вот как раз-таки одевать шапки тогахталах, вот, и здесь же, например, представлены серьги, да, о которых мы сегодня более подробно будем говорить. Серьги — это бусинные серьги, или серьги в виде знака вопроса, или проволочные серьги их называют, да, которые вот как раз они, как никакое другое украшение, да, можно сказать, они представляют именно тот период архаики, можно даже говорить, именно в якутской культуре. Так, дальше мы пойдем здесь. На данном слайде представлены гривны. В основном гривны, конечно, вот витые гривны с петлями, да. Здесь очень интересно то, что вот гривна с одной петлей, она хранится в музее СВФУ, музее археологии и этнографии. И эта мужская гривна, она принадлежала мальчику, подростку. Из захоронения
Ад-Дабан, да. Позже я тоже серьгу покажу этого мальчика. И считается, что, скорее всего, мальчик был из какого-то знатного рода, даже по одной из версий есть, что может быть даже из тыганитов, да, потому что достаточно такое захоронение именно вот ребенка с украшениями было, а в ногах у него, получается, стоял сосуд, в котором был пепел, прах человека. Видимо, считается, что это его слуга был, да, видимо, которого захоронили, получается, вместе с ним. Вот. А гривны с петлями, да, они разные бывают, с тремя. Но в основном вот самая популярная данная гривна, да. Вот то, что на желтом фоне, они, кстати, хранятся в Нерюнгринском музее. Кто будет в Нерюнгринском музее, обязательно посетите его. Там вот часть коллекции краеведческого музея, украшений, вот как раз-таки там хранится. И вот гривны представлены здесь, да. Ну вообще гривны, конечно, если говорить о происхождении данного украшения, то уходит вглубь веков. Очень широко были распространены почти на всей территории Евразии, да. Ну вот у многих народов встречается. Но позже, конечно, сейчас гривны, они в традиционном комплекте, имеется в виду, они плоские, да, плоские гривны, куда в основном подвешивается вот нагрудное украшение, на спинное украшение, да, и линка бигет. Так, на следующем слайде здесь представлены, значит, бастыня. И если мы сейчас с вами представляем, если мы говорим с вами о бастыня, то в основном, конечно, мы представляем ободок или начельник металлический, да. Ну и вот как-то в настоящее время считается, что традиционным украшением якутским является именно металлический ободок. Но на самом деле такое украшение, оно появляется в середине 20 века, а якутские бастыня, они в основном, они-то не то чтобы в основном, они все на матерчатой основе, да, украшенные вот бисером, бусинами, да, и их очень мало сохранилось. Допустим, вот единственный экземпляр, который очень хорошо сохранился, он в Майнском музее Мегино-Кангаласского улуса хранится, да. Вот, и как раз-таки, если говорить об бастыня, то тоже есть разновидности вот по подвескам. То есть височные подвески, задние подвески. Есть подвески, которые соединяются, допустим, впереди, как на первом рисунке, это рисунок Носова получается. Да? И если говорить о захоронениях, то вообще в якутоведении, да, считается, что это украшение было девичье. То есть это украшение было девушек до замужества. Да? Это судя по захоронениям. Так, и здесь вот уже накосные украшения, да, накосники тоже периода архаики представлены. Вообще к волосам, к накосным украшениям относятся с особым таким почитанием, что ли, можно сказать. Почему? Потому что если проводить параллели с другими народами, то у всех народов, тюрко-монгольских народов, да, считается, что волосы являются вместилищем души или хранилищем души. Да. Допустим, если мы говорим о тюркской культуре, то здесь, вот, например, существуют различные легенды, связанные именно с волосами, что, допустим, у одного бая, да, богатого человека, была дочь, но она была плешивая, из-за этого на ней никто не женился. И считалось, что вообще волосы, они напрямую связаны с деторождением. В принципе, здесь логика есть, да, то есть если у девушки, значит, густая, длинная коса, значит, она здоровая. А если она здоровая, значит, она может произвести много-много потомства, да. В традиционном обществе это было очень важно. Вот. И, соответственно, вот еще, кстати, вот легенда есть, да, и тоже из тюркских. После смерти одного из богатыря нашли его волос, и его воссоздали только на основе одного только его волоса, получается, да. То есть вот здесь вот как раз параллели проводят именно с тем, что волосы являются неким вот вместилищем души. И вот, допустим, сейчас в нашей якутской, если культуре мы говорим, то есть такие, значит, как запреты, например, да, вот во время беременности нельзя стричь волосы, допустим, да, или после смерти, близкого человека, там 40 дней, мне кажется, тоже нельзя стричь волосы, например, да. Вот, то есть вот
После рождения ребенка, кстати, тоже вроде 40 дней нельзя стричь волосы, да, то есть здесь вот может быть, это какой-то архаичный пласт культуры даже остался, да, и вот о косоплетке, кстати, вот это накосное украшение, оно в виде заколки такой, да, получается, оно так и хранится, кстати, в музее с волосами. Это в Краеведческом музее, да, и вот в Ярославского, да, ну, не представлена в экспозиции, это с фондов, да, и прямо в фондах она хранится прямо с волосами своей хозяйки. И, ну, вероятно, вот у якутов, ну, тоже дуалистические представления, связанные вот тоже с деторождением, да, что после смерти женщине волосы как бы не нужны, из-за этого, вероятно, ее отстригли и прямо заколкой забрали себе, что ли, вот, ну, как-то так считается, да. Ну, вернее, отстригли, и она рядом лежали, эти волосы с ней. Вот. И здесь вот получается, что вот в якутоведении, опять же, не сохранилось сведений, да, что вот какая-то, значит, косоплетка или накосник, он девичий, какой-то после замужества, да. Хотя, например, вот, допустим, алтайцы, хакасы, тувинцы, у них четко есть, вот это носишь вот до замужества, вот это носишь после замужества. У алтайцев вообще по косоплетке можно сказать, сколько детей у женщины. Или вообще бездетна ли она, да? Вот, то есть очень жестко было видно, ну, в традиционном обществе, еще раз повторюсь, важно же было, ну, чтобы много детей, да, и хорошо, если это мальчики, например. То есть, получается, вот по алтайской женщине можно было посмотреть и сказать, ага, вот она молодец, значит, родила много детей. Или же наоборот, допустим, да, детей у нее нет, и как-то другое отношение получается, да. Вот, а в якутской вот литературе, источниках вообще не сохранилось таких сведений. Даже смена прически не сохранилась. То, что мы сейчас говорим, что, вероятно, вот, косоплетки, они, скорее всего, девичьи, а накосники, скорее всего, после замужества носили, да, это вот, ну, теории получается. А, допустим, у тех же хакасов, да, у них, например, есть даже обряд свадебный, заплетание кос, да, вот во время свадебного обряда с одной стороны косу заплетает, получается, со стороны невесты родня, другую косу заплетает со стороны жениха родня, да, вот, а в якутской культуре такого не сохранилось, и, ну, мы считаем, что все-таки накосники, они, наверное, уже после замужества носили, да, отличается тем, что косоплетка, она вплетается в косу. А накосник, он как заколочка получается, да, его, ну как, в косу сильно не вплетают, получается. Вот. И вот, ну, данные накосные украшения, они вот как раз-таки хранятся в Краеведческом музее, да. Очень, еще несколько есть там экземпляров. И в основном, если говорить, например, о накосниках, косоплетках, то они такие звенящие, да, ну вот считается же, что звон, шум металла, он отпугивает злых духов, да, и даже, допустим, есть накосники с колокольчиками, да, вот специально сделанные, и, ну, видимо, в таких вот целях. И вот как раз к серьгам, если переходим, вот здесь вот представлены серьги в виде знака вопроса, вот те же, да, или серьги, которые я говорила, проволочные, бусинные серьги называем. Их очень много в музеях. Самая древняя находка – это XIV веком, да, ее датируют. Это серьга Анатолия Игнатьевича, который нашел Гоголев, да, в местности Угания, у Салданского луса. Вот, она тоже хранится в музее, кстати, даже в экспозиции представлена в музее археологии и этнографии нашего университета, да. А здесь вот украшения сверху вот Меренгринский музей, Краеведческий наш музей, и вот как раз таки вот оно, это вот от того же мальчика с гривной. Да, и посмотрите, у него очень интересно, что серьга, она такая нетипичная именно для всех остальных. Если остальные с бусинами идут, с плоскими, круглыми, чередуются, да, получается, плоская, круглая. Иногда там бывают такие даже костяные, да, бусины. А еще были интересные такие экземпляры, где идет бусина, а следующий слой это мелкий как бисер получается, да, и опять бусины, и опять мелкие как бисер. А здесь у него полые такие. Вот она полая,
одна большая бусина. Одна была, кстати, сломанная, но считается, что специально идет умерщвление предмета, да, потому что она вместе с ним захоронена, получается, чтобы в том свете, получается, тоже служила своему хозяину. Вот. И вот эта серьга, какие-то можно параллели привести, немножко похоже на атласовскую, да, вот на атласовское захоронение тоже. Там тоже нетипичный такой комплект погребальный был, да, инвентаря. И вот здесь это уже украшение также из музея СВФУ. И здесь можно заметить такие вот переходные уже формы, да, где серьги в виде знака вопроса, они переходят именно в более такие сложные формы, когда, видимо, уже, знаете, начинает появляться, когда начинают, не то чтобы ювелиры, но вот, ювелирное дело, зачатки какие-то ювелирное дело Якутии появляются. А если мы смотрим с вами на обычные бусинные серьги, то здесь, в принципе, каждый человек мог себе их сделать. Да? Не обязательно им было иметь мастерством каким-то обладать. И интересно, вот на следующем слайде, если посмотрим, вот параллели с другими народами. Вообще слово «серьга» тюркского происхождения. У наших всех братских народов, тюрков, да, Итарга, Сырга, Ызырга называется, да, и достаточно широко распространены, видите, серьги в виде знака вопроса. Они сохраняются в традиционной их культуре, в традиционном комплекте украшений до сегодняшнего дня. А у нас в якутской культуре же бусинные серьги, они немножко отодвинуты на второй план, потому что очень много других вариаций серег времен рассвета ювелирного дела якутов получается. Так, и вот, например, на первом фото это хакасская серьга. Как мы видим, она с кораллами, и достаточно они тяжелые, да? Из-за этого они перестали быть серьгами, а их вплетают вот здесь вот боковые косички, как височное украшение идет. Они достаточно большие такие, объемные. Вот тувинские, алтайские с пухом, лебедя, кстати, да? Бурятские серьги, татарские серьги, тоже они достаточно большие, и многие из них они вот как раз-таки носят как височное украшение. И вообще вот подобные серьги, они по всей Евразии достаточно широко распространены, и считается, что это все-таки влияние первых кочевых тюркских, да, народов. Так, и вот это вот я отдельно проволочные серьги могильника Ардабан показаны, да, здесь. Ага. Вот переходные формы можно посмотреть. И, кстати, современные серьги, которые сейчас тоже есть, да, они вот как раз вот повторяют знак вопроса, но более просто усложненных форм. Тоже можете потом посмотреть в магазинах, да, различные есть варианты. Вот, допустим, вот это. Это, кстати, серьга хранится в Красноярском крае. И здесь вот как раз видно, да, что, видите, вот этот вот знак вопроса, но более просто усложненной формы, и подвеска уже, конечно, уже ажурная, да, сложная подвеска. И вот когда, значит, подобные серьги, они начинают вытеснять, конечно, бусинные серьги, да, то здесь появляются, видите, лировидные вот пластины, да, различные подвески, потом здесь же появляются узоры различные, да, в основном там растительный мотив бывает, да, лиры процветающие и так далее. И их, конечно, связывают уже не только с охранительной функцией, потому что серьги у всех народов играют такую функцию отпугивания злых духов, например, да, отпугивания там плохой сглаза и так далее. А вот когда, значит, рассвет вот ювелирного дела начинается, то здесь уже серьги начинают играть, можно даже сказать, множительную функцию. Вот в 18-м, кстати, 17 веке вот серьги, они были не только женские, да, еще раз повторюсь, может, что, и мужские. И носили вот бусинные серьги, кстати, не по одной штуке, а по несколько штук в ушах. И если у других народов, опять же, допустим, у народов Амура есть четкая регламентация, сколько серег я ношу, и это что-то значило, да, то, вероятно, в якутской культуре тоже такое было, просто до нас такие сведения не дошли, потому что вот как раз-таки в захоронениях видно, что по несколько серег, вот у мужчин даже по несколько серег, у женщин по несколько серег, да, вот. Это вот современные интерпретации.
современной интерпретации хотела показать. Архаичные вообще украшения, да, архаичные вот, ну, серьги, гривны сейчас, кольца, да, они как-то более-менее начинают возвращаться в якутскую культуру последние лет, ну, 5, может быть, да. Начиная, наверное, с Хатылаевых, да, вот они очень сильно пропагандировали, потом, допустим, и в социальных сетях, и вот научно-поп-лекциях, да, мы все время говорим об архаичных украшениях, и они достаточно становятся популярными. И опять же, вот, допустим, мастера, тут, правда, с Инстаграма фотографии нельзя, наверное, сейчас, да, показывать такое, но вот, и мастера вот как раз-таки делают, да, продают достаточно широко, в музеях хорошо продается, говорят. И вот, допустим, здесь это работы выпускников художественного училища. Они вот тоже вот создают, получается, по музейным материалам, да, и уже ювелиров, это якут золото делает, да, это уже на серебре. Хотя, конечно, в виде знака вопроса их серебряных не было, они не из серебра делались, но вот сейчас, видимо, лучше продается, когда вот, да, на серебре сделано. Но здесь мне это фото очень нравится, хотела завершить, да, это, как, конечно, конец 19-го, начало 20 века, и здесь можно посмотреть, что видно, да, что на первом плане поставили девушек, которые, видимо, лучше одеты, у которых больше комплект украшений, да, ну, более репрезентативный получается. А на втором плане те, у кого, видимо, поменьше всего этого было, да, вот. И здесь вот как раз-таки представлено вот все богатство, которому якутское ювелирное дело и вообще якутская культура пришла вот именно к концу 19 века. К сожалению, конечно, у нас нету фото 17-го, там, 18 века, да, но вот конец 19-го, начало 20 века достаточно хорошо представлен. Вот, ну, вроде бы все. Если есть вопросы, я отвечу, да, на какие смогу. Угу. Книга у нас совсем небольшим экземпляром вышла и, к сожалению, уже нигде не продается, но недавно мы ее издали в электронном варианте, и она в Пушкинской библиотеке есть в электронном. Можно посмотреть там. Там все фото, вот как раз, которые мы попытались собрать с музеев, да, и оказалось, что украшения периода архаики, они хранятся вот как раз-таки, ну, консолидируются в основном в Якутске. Мы по музеям республики ездили, ну, там, тут бывает там по одной серьге, да, а вот архаичный период, он как раз в музее Ярославского весь. И музей археологии и этнографии СВФУ. Ну, видимо, потому что это же археологический материал. И в основном, конечно, его сдавали, вот, археологи же должны то, что они накопали, сдавать музеям, да, и, соответственно, они в центр, конечно, все это отвозилось. И там прямо коллекция Константинова, Жуковой, там, Бравиной, допустим, да. Увидите? Вот. Ага. Про что? Про ОСП, ага. Ну, это, в принципе, да, тоже так можно сказать. Вообще, ну вот, у всех, наверное, народов, да, республики, можно даже сказать, что... Нет, это бастыга с якутского захоронения. Да, я слышала. Ага. Угу. Ну, данная бастыга, она в музее хранится, вот, в Майнском музее краеведческом, да, и, ну, легенда, все, там описание идет как из якутского захоронения. Угу. Ну, конечно, если, допустим, мы не можем же говорить, что вот такое носили только якуты, а такое носили только, допустим, эвенки и вены, да? Потому что культура же, она такая, что все равно взаимовлияние в любом случае есть, да? Да, ну, может быть, конечно, какое-то взаимовлияние это было, естественно. Угу. Ну, если, например, говорить, что, допустим, ну вот сейчас же якутским бастыга считается металлический, да? Серебряный, допустим, металлический бастыга, но такие они появились только, ну как, в середине 20 века.
принципе, в советский период. Ага. Здесь у них нет, да, такого нету. Угу. 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 Не вижу я тут этот... Я вижу, слышу тебя, но не вижу. Тюркских народов, тюрко-монгольских. Угу. Угу. А вот, ну ладно, ага. Насчет оспы хотела сказать, что в основном оспа, конечно, ударила очень сильно по юкагирам, да, вот, допустим, если за Шиверск вспомнить, допустим, да, практически 70% населения юкагиров в свое время, они были также, ну, 70% юкагиров считается, вот, по данным статистики, да, вот, ну, из-за оспы умерли, получается, в 17 веке. И опять же, например, вот у юкагиров тоже у них оспа описана как девушки. Опять же, ну, славянской национальности, да, вот они пришли к ним, и с этого начинается как бы оспа, да, вот, ну, по легендам. Ну, то есть у многих народов, в принципе, да, такое существует, у северных народов, потому что, ну, понимали, что все-таки это болезни пришлые же, да, не здесь возникшие, получается, вот, из-за этого. Ну, в принципе, в свое время, мне кажется, как раз они справились. Да, вот все народы, которые в Якутии проживали, они справились. Вот представьте, в 17 веке, вот мы сейчас в 21 веке еле пережили пандемию, например, да, с нашим развитием науки, техники и так далее. А они в 17 веке пережили эту пандемию только благодаря карантинам, очень жестким карантинам. Да, вот. И еще интересный был факт, кстати, ну это просто одна из тем, которых мы занимались тоже. Один из лекарей, да, получается, он... Знаете, оспенные вот эти вот болячки, получается, из них брал, ну, как гной, да, и делал надрезы другим, как вакцинацию вел. И, ну, кто согласился, ну, написано, что вот они не болели, или болели, но не умирали, допустим, и он спас свой род. Вот. Но это где-то в Вилюйском регионе, сейчас точно не скажу. Ага. Слайды показать? Вот тут очень как-то он медленно переключает на них. Ну, это современные. Вот. Ханныгы? Вот эти? Вот эти серьги, кстати, да, вот серьги, это серьги ессейских якутов. Ага, в Красноярском крае есть, значит, ессейские якуты, которые локально проживают в Красноярском крае, в поселке Ессей, да, и вот у них удивительным образом в иноэтничной, иноязычной среде они сохраняют якутский язык и, ну, якутскую культуру, но она тоже такая очень своеобразная, там культура якутская, тоже трансформированная под влиянием вот, ну, среды, которая их окружают, да. Ну и вот как раз-таки металлические украшения у них сохранены в том плане, вот, ну, конца 19 века, то, что они с собой увезли, в общем, получается, да, вот, в свое время. Вот, очень интересно тоже, там целую отдельную лекцию можно по этому прочитать. Угу. И такое другое совершенно восприятие культуры у них, вот, допустим, там, допустим, у них был нагрудный крест. Вот. Сейчас же очень много в семьях хранятся нагрудные кресты, да? И нагрудный крест, а там у них крест, допустим, у бабушки одной хранится, а у него самого креста нет. Она его носит как украшение без креста просто. Сюрясов получается. И она говорит, а почему нету креста? Она говорит, потому что с моей матерью захоронили, говорит. Это ее был крест, она с ним захотела, чтобы ее сохранили, ее с крестом. А само украшение она себе оставила. То есть взяли, ну, как бы поделились, получается, да? Вот. Ага. Как украшение носили, да. И она до сих пор вот так вот носит.
получается. Вот. Такое. Есть еще вопросы? Ну, вообще тема украшения, она очень такая, ну, как сказать-то, всегда очень волнительная, да, особенно среди, ну, женского населения, наверное, да. Вот, и особенно... Да, и в преддверии, особенно эсэха, да, получается, как раз вот украшения, они особую роль играют, да, и мы 2 года с вами как раз без эсэха были, да, и получается сейчас вот мы готовимся ко всему этому, очень много вот лекций проводим, да, и вот 4 июня, кстати, у нас тоже будет мероприятие, вот, если что, приглашаю. Поход, как будет, open, как-то сейчас модно, пеший поход как-то называют сейчас модно. Пеший тур, не, open tour, open talk или что-то такое, в общем, talk open, как-то так называется. Угу. Лесные лекции, ага. Вот. А еще какой-то ювелирный, да? Вот у нас недавно был круглый стол. Ага, ну сегодня презентация в НХМ еще 8 часов, и в 9 часов в ДК Кулаковского. Угу. Воссоздали тоже украшения ювелиры по материалам музейным, получается. Ага. Угу. Ну, в основном, кстати, да, все украшения, они были авторской работы, да. Тогда ювелиры, они делали именно для кого-то. Из-за этого считается, что именно такие украшения, они носили вот особую магию, можно сказать, да, особую такую охранительную силу. Потому что ювелир, он знал, кому он делает, да. Из-за этого, допустим, даже пишут, что старались даже, чтобы сзади, вот, допустим, да, с той же стороны, там, например, тоже оно было, ну, все ровно, красиво, как бы хорошо сделано, например, да, очень аккуратно, потому что особую роль играли. И, естественно, это все было на заказ. Ага. И, допустим, чтобы выдать дочь замуж, целая, ну, всю жизнь собирали эти украшения, да, чтобы у нее приданное было. А потом она с собой его забирала, ну и передавала там, получается, по наследству. Ага. Вот. Книги? Чего электронный вариант? Материала? Ну все вот как раз в книге «Архаика» есть, в Пушкинской библиотеке, национальной нашей библиотеке есть эта книга. Там фото, все есть. Ага. Здесь нет, ага. Пояса мы не рассматривали пока. А вообще пояса, да, очень много различных поясов есть, хранятся тоже в музеях, да. В другой презентации у меня есть, ну, тут включать очень долго у них. И как раз вот, и самое интересное, что пояса и нагрудные кресты в основном остаются как реликвия в семьях, да. И вот, допустим, в одной из семей было такое, что в Устьянском Улусе бабушка рассказывала, что она во время коллективизации все свое серебро, все семейное, вернее, серебро, они спрятали где-то в тундре. Ага. А на себе она вынесла только пояс, вот получается, и нагрудный крест. Она говорит, нагрудный крест, потому что, ну, как бы с Богом близость, да, а пояс, потому что это моего отца, говорит, да, и как бы, ну, как с родом близость. И во многих семьях как раз почему-то сохранились именно пояса и нагрудные кресты. Ну да, видимо, или можно просто на себе, видимо, как-то незаметно было спрятать там, да, из-за этого, может быть, еще как-то сохранились во многих семьях, ага. А бывает еще, что часть какую-то сдали, например, ну во время войны же серебро сдавали, украшения часть дали, а часть оставили себе, например, да. Да, ну вот, а то, что сохранили, они во время войны взяли, и, например, с поясов бывает, ну, пластины некоторые сдали, а некоторые себе оставили, допустим. Или там подвески нагрудные тоже, какую-то подвеску сдали, одну оставили себе, ну, как реликвию, как семейную реликвию. Ага, ага, да, и еще старее. А женский пояс? Ага.
Интересно. Мгм. Вообще, ну как, пояса, кстати, по Сибири, очень много было именно якутской работы. Якутской и бурятской работы. Ага, и вообще считается, что лучшими ювелирами в Сибири вот как раз-таки были якуты и буряты, да? Ну там на западе татары, конечно, еще, да, получается. И очень много украшений. Вот даже в музеях иногда, в каком-то видела, вот хранятся якутские серьги, например, да, написано там татарское украшение, допустим, да? Вот, ну кто как сдал в свое время, получается. Вот. Хорошо. Ну ладно, мы, наверное, завершим уже 7:30. Мгм.